Ну что, смотрите, какой шикарный сегодня денек, у нас 12 февраля, и мы с вами решили погулять. Суббота, сейчас уже время 3 часа дня. Ух ты, помоечка-то убрана, отлично. Но здесь все равно какой-то мусор. Мусор. Такие вот здесь вот гаражики, металл, с металла все. Так, и где же здесь проход? Ух ты, смотрите-ка, проход запрещен, но он вот так вот запрещен, как бы вот здесь вот запрещен. Ой, опасная зона. Вот здесь вот огородили они. Так, ну мы вдоль этой опасной зоны проходим этот водоем замерзший. Так, ну и что мы тут видим? Вот что мы тут видим. Никого нету. А здесь вот эти горки, с них детишки катаются. Вот. Катаются они. В общем, замечательная погода. Ну и мы видим, что здесь видим мы. Как вы думаете? Что это такое здесь? Да, место выгула собачек. Это все есть. Экскременты, я так понимаю, да? Зверюшек. Ну, часть из них присыпана снежком. Но, в общем, все будет это видно значительно лучше по весне, когда начнет подтаивать. Вот, везде тут они. Видите, тут все в следах. Все в следах собачкиных. Они тут бегают, резвятся. Ну и, соответственно, делают свои делишки. Так, ну а мы вон туда идем дальше. Вот по такому снежку. Подо мной толстый лед, я надеюсь. Я не провалюсь. Ух. Да. Надо гулять, слушайте. Сидеть дома, это просто какой-то сейчас нехорошо. Погода, когда такая вот хорошая погода. Уже там коньки. Ледовый каток на площади Ленина у нас организовали. Так что можно ходить, кататься. И еще сделают, конечно, зачистку. Такой подъемчик крутой. Вот, все, мы вышли на улицу Кальвица. Вот она. Ну вот мы таким чудесным образом перескочили через дорогу. И вот, чтобы мне хотелось, вот этот водоем здесь есть. Я бы хотел пройтись вдоль него, посмотреть. Вот смотрите, тут какая-то есть тропа. Или что это? Машина ехала здесь. Машина ехала. И вот так вот пройтись, немножко погулять. Тут у нас вот это, насколько я знаю, молококомбинат рядом. Вот через забор, вот видите, трубы там. Такие вот. Вообще раньше здесь, я не знаю, что тут было, но, короче, они что-то какие-то кости или что жгли. И такой запах был отвратный. Просто был ужасный запах. Вот он здесь расстилался вот по этой низинке, как бы, да. И было нечто такое. Ну вот когда, я не знаю, что-то тухлое такое. Хотя был просто трындец. Ну а уже лет как 10 или больше даже того запаха нету. Так что чистенький воздух. Вот это, видите, труба. Я не знаю, это что там она. Все оттуда выходит.
Но сейчас запахов нету никаких. Вот такая вот дорога вдоль вот этого водоема идет. А это вот напротив торговый центр Улуру Молл у нас. О. Ну и мы дальше топаем по этой дорожке. Так, вот я к нему уже пришел. Здесь какая-то теплотрасса мы видим. И вот эти вот многочисленные кабеля, провода здесь. В этом месте уже вот этот водоем сужается. И вот мы с вами дальше идем. Интересно, что же там? Какой-то птица большая. Ворона или кто это? Вообще интересные места. Люди какие-то здесь там стоят. Что они там делают? Интересно, можно здесь летом пройти? Кто-нибудь ходил вдоль вот этого вот водоема? Ну, по карте Якутска видно будет этот водоем. О, смотрите, тут переход даже вот такой есть. Но он какой-то интересный. Смотрите, это труба. И просто сделали, как бы, смотрите, с одной стороны перилина. Это просто же ужас, как ходить вот сюда и все, падаешь. Падаешь. Так, а здесь что? Видим, там какие-то люди с собаками. Ух, кошмар. Не люблю я собак. Здесь какие-то вагончики. Но трубка тут хорошая, протоптанная. Интересно, собаки или дети там? Я что-то не пойму. Зрение у меня не очень такое. Но я вижу, что там они что-то копошатся. Что-то делают. А, дети это. Интересно, с лопатами. Что это такое? Тут зона. Тут, видать, склады с этой стороны. Забор из профлиста. Да, но собака есть. Хорошо, что я перешел на эту сторону. А то бы она меня заклевала бы. Да. Ну хорошо, они копают какую-то ямку. Там интересно. Да. Ну, надо разминаться, в общем-то. Я смотрю, они с собаками. Ух ты, тут можно скатиться. Смотрите, как круто можно скатиться здесь. О. Да. Ну, какой я длинный, а? Смотрите, тень. Тень моя. Там видим какой-то дым. Дым он. Смотрите. Идем на дым. Куда я выйду, я не знаю. Первый раз здесь хожу, брожу. Так, за этим ни черта не видно. Может быть, вы там увидите, что я поднял. Ну, идем дальше. Так. Ого, а это что такое? Тут какие-то бочки. Что-то горит. Смотрите. Ой. Картон. Уголь. Решили, это черное такое. Две тропинки. Я просто не понимаю, что это такое здесь. Кто это здесь обитает? Тут трубы. Там вообще забор из бочек видно, да? Ё-моё. Ой, что-то у меня в нос залетело. И тут тоже. Да, что-то мне страшно уже. Что здесь такое вообще творится? Смотрите, какие-то провода, кабеля или что это? Что это такое? Что это? Куда я сейчас зайду? А это что за здание? Нет, что-то вообще... Мне, честно говоря, очково тут ходить-то. Что здесь за люди вообще такие? Надписи предупреждающие не ходить. Опасно, высокая температура. И вот там, смотрите, колючая проволока. Да. Я сейчас чувствую, меня тут или собаки, или кто накинутся на меня. Не, вообще жесть, конечно.
О, приходится нагибаться под теплотрассой. И вот тут какой-то дом. Что это за дом? Не знаю. Надо будет посмотреть потом по карте, куда я зашел и вообще что это такое. Какие-то здесь гаражи, кладовки. Что это такое? Что написано? База 14-й регион написано. Вывеска. И вот такой вот здесь дом. Ух ты, смотрите, сколько снега здесь. Ого. Ладно, все, я уберу, надо камеру греть. Так, здесь вот, смотрите, двор, там машины какие-то стоят, а здесь есть проход. Какой-то проход. Здесь вот такой вот дом. Заброшка, там люди ходят. Что это такое здесь? А птиц-то сколько, а? Они буквально все тут. О, фига себе. Куда я зашел, люди? Все трэш, конечно. Тут опилки или что? Ё-моё. Жесть. Ну туда я не пойду, тут закрыто. Капец, просто какой-то. Капец, банки, бутылки здесь. Ужас. Фу. А это вот мешки с каким-то комби зерном или что это такое? Комбикон. Фу, ладно, все, выходим. Это было нечто. Ой. Блин, страшно ходить. Ладно. Вот еще какой-то проход здесь есть. Здесь, смотрите. Тут можно зайти и туда дальше пойти. Но я не хочу туда идти, нафиг. Не надо, дом-то относительно новый. Смотрите. Оба-на. Блин, на меня прямо снег сыпется вот с этих деревьев. Ёлки-палки. Домик-то да. Действительно. Вообще что-то жуть. Нужно весь его обойти. Так вот. Туалет тут какой-то. Это туалет? Отхожее место, короче. О. Все падает. Ладно, давайте выключаем. Смотрите, елка стоит. Елка. Капец. Так, собак, надеюсь, нет? Тут гаражи. Гаражи, внимание, видеонаблюдение. Пойду я туда. Смотрите, тут какая-то стройка замороженная. Печь на снегах. Что же это за дом-то, а? Такой странный. Первый раз здесь, честно говоря. Какой-то там заход на третий этаж. А мы так пройдем? Я даже не знаю. Сейчас посмотрим. Так, идем. Тут какая-то теплотрасса. Перешагиваем ее. Благо она небольшая. И заходим вот сюда. За этот дом. Да. Ну благо вот зима. Все подморозило. Все засыпано снежком. В принципе, ух ты, это что, лаз для собак? Смотрите, точно лаз для собак. Так. Оп. Смотрите, лишь бы от этот угол только вот так идете и не удариться об него. Все рисково, конечно. А там какой-то памятник, смотрите. А как мы тут пройдем? А, вот есть проход. Сейчас к памятнику этому подойдем. Мне интересно, что это такое. Здесь есть выход вот сюда вот. Короче, бюст Михаил Григорьевич Сафронов. Вот здесь такой вот дом. Флаги, вот я вижу, висят. Ну и такая вот площадка у них. Что это за дом, не знаю. И проход тут дальше. Какая-то дорога. Интересно, здесь профлист
А дальше вот такой тут шикарный забор. Стрелочка, вот указатель какой-то. Да, что на нем написано? Избирательный участок, номер такой-то. Дом двухэтажный. Бестужева-Марлинского, 23А. Там еще что-то. А здесь гаражи. О. Да, они себе, конечно, на сваях заборище-то какой заделал. Да, это мы вышли на улицу Бестужева-Марлинского. Точно. Да, улица Бестужева-Марлинского. И тут такой дом какой-то недостроенный. Аренда инструментов вывескала там. И вот люди ходят. И тут поток довольно интенсивный здесь. Много очень машин едет. А здесь какие-то заведения, Number One, автомойка. И там он какой-то дом интересный. А здесь вот остановка. Остановка. Там, кстати, есть переход. Сейчас по нему мы перейдем. Вступили мне водители. Так, что здесь такое? Автомойка. Саха-Вода, Бавария, Шанс. Какой-то алкогольная компания называется. Шанс умереть. Шаурма. Шашлык. Кофе. Ну, как оно читается-то? Это я не пойму. И здесь интересно, и смотрите, вот такие вот повозка. С 9 до 23. Как читается? Что-то по-английски. Я даже не пойму, слушайте. Бестужева-Марлинского, дом 58. И здесь мы видим кучу магазинов. Продукты, фрукты, кофейня. А что туда внутрь не буду заходить. Фото запрещено. Смотрите, фото запрещено внутри. Да. Это уже у них свои хотелки. По закону-то можно в общественном месте съемку вести. Ну, вот так вот. Не прямо людей, а как бы вот, я снимаюсь. Так, здесь что у нас? Здесь какой-то дом интересный. Смотрите, какой здесь дом. Вообще, да? Это какое-то. Окна такие новые, пластиковые, я смотрю. Но я думаю, здесь людям достается все-таки. Вот они рядом с этой дорогой, а здесь машины. Машины, они постоянно смотрят. Кстати, есть заход. Смотрите, такой вот здесь, прямо с улицы. А наверху социальная помощь. Лестница наверх. Пожарная, я так понимаю, да, какая-то эвакуационная. По всем правилам должна быть. О, так, как здесь пройти? Ё-моё, опять я тут лажу. Так. О, а это что? Какой-то тамбур. Так, ладненько. И вот здесь вот улица. Улица, что за улица? Предлагаю уборки снега. Услуги уборки снега. Так, ну туда я точно не пойду. Точно туда я не пойду. Так. Дальше тупаем. Теплотрасса. И вот можно вот так вот идти здесь. Между двумя теплотрассами. В общем-то, не боясь, что на вас машина наедет. Так, и куда это мы тут выходим? Интересно, что это тут за пространство открытое такое? Как туда пройти? Вон и там дым, смотрите, дымина. Так, здесь не пройдем. Так, придется сюда идти. Так, где-то тут есть тропинка, более-менее, чтобы можно было пройти. Вот есть тропинка. Давайте с вами туда вот сиганем. Это получается какой-то водоем. Замерз, который, естественно. Так.
Вот такое вот здесь местечко. И вот я вам сейчас немножко по нему пройдусь и поснимаю. А вот там вот видно церковь какая-то. Я так понимаю, она из дерева. Деревянная. Слушайте, я даже не знаю, что это за церковь такая здесь находится. А вот это трубы, это ГРЭС. ГРЭС, которая у нас на газу. Вот она, электричество ГРЭС первое. А здесь вот церковь. Да, вот церковь. Смотрите, один купол. Вот как это интересно, деревянное, что ли, строение все. Да, точно деревянное. И вон там, по сути дела, собственно, церковь. Вот. Панорамку вам сделать. Такое вот солнышко у нас уже на закате. Погода замечательная. Можно походить. Камера, сколько я времени уже снимаю, она еще не замерзла. А вот видно, вот эта тропинка как раз туда, в сторону вот этой церкви идет. И она получается у нас вот, можно вот с этой улицы Бестужева-Марлинского туда попасть. Вот зимой прямо через вот этот водоем. Ну, а мы дальше пошуруем с вами. Смотрите, какие тут домины с панорамными окнами. Большие, с кирпича. Все, я вижу, профлистом заделывают. И с этой стороны тоже вот так вот. Все. То есть, я так понимаю, вот жителям зимой вот этих вот домов им вообще удобно. То есть прямо можно через водоем по льду проходить. Вон там даже какие-то ступеньки, я смотрю. Смотрите, ступеньки. О, а этот дом, смотрите, на таком холме стоит. Да. Вот так вот. Там дом с верандой. Обалдеть можно. Сейчас только собака лаяла на меня. Ну, она хозяйская. Вот с двора. Смотрите, лужа какая здесь. Вот что-то течь идет. Незаверзаемый водоем вот в этом месте. Ну, тропинка, в общем-то, нормальная. Так, вопрос весь в чем? В том, куда я выйду вообще. Я вот вижу линии электропередач впереди меня. Какой-то... Это что там такое? Из металла такое блестит. Какое-то сооружение. Это жилой дом или что это? Гараж, ангар какой-то. Да, их там не один. Раз, два. Какое-то хранилище, склад. Видать. Да, и вот здесь вот, смотрите, можно и туда пойти, налево, и направо, и прямо пойти. Смотрите, как это в сказке. Налево пойдешь, туда-то придешь, направо, туда-то. Вот та же самая у меня перипетия. Ладно, давайте пойдемте прямо. О, это я вам, смотрите, сейчас снимаю. ГРЭС. Мы все ближе к ГРЭСу подходим. ГРЭС-1. Она построена в 60-х годах. В 60-х годах. И вот до сих пор она работает. Турбины там крутят. Но ее как бы город-то разрастается, поэтому ее не хватает. И построили ГРЭС-2 рядом с Вилюйским трактом на горе. Да, вот такая вот вам панорамка. Так вот идешь и на тело собачье. Собака сходила. А вроде бы так все красиво было. Все красиво было. Ладно, туда я не пойду. Я не хочу туда идти. Вот тут сейчас круговой обзор. Посреди я сниму. Смотрите, вон туда можно идти, в ту сторону.
Смотрите, какие пространства. Что тут на лыжах не катаются, кстати? Тут же можно лыжню и вообще здоровски кататься. Смотрите, это какое облако идет, да? Это оно откуда-то оттуда, вон с той стороны. А что там такое? И вот оно вот так вот прям... А, это ТЭЦ. Вот оно прямо туда вон. И еще вот от ГРЭС, вот дым, вот этот. Ну, пар это пар. А это облако от ТЭЦ. Вон там ТЭЦ в той стороне. И вот оно прямо вот так вот идет. Ладно, смотрите. Я немножко помолчу. Только слышно гул, как будто бы самолетов, или это от ГРЭС гул. А все жители, которые рядом с ГРЭС живут, они вот непосредственно, они жалуются на низкочастотный какой-то рокот вблизи, который постоянно. Так, ну ладненько, все, давайте обратно пойдем в обратную сторону. Так, вот я двигаюсь в обратную сторону. Ну, вот немножко вам обратный план поснимать, как тут все выглядит. И вот это вот какой-то сток, и вода здесь не замерзает вот в этом месте. Что здесь за сток? С трубы какой-то. И вот солнышко у нас. Солнышко. Скоро лето. Ну как скоро? Февраль, да? Сегодня какое? 12 февраля. Еще у нас февраль, март, апрель, май. Вот и там будет лето. Ну, в мае уже, я думаю, будет хорошо. Замечательно уже будет. Так, все, сходим мы с этого водоема и проходим вдоль этих вот строений, этих заборов. Там у нас улица Бестужева-Марлинского. Сейчас мы на нее выйдем. Что такое за штука? Труба какая-то. Так, приходится нагибаться вот под этой теплотрассой, чтобы пройти. Представляете? Домики здесь такие аккуратные. Так, здесь все выглядит. И вот я хочу вот в тот магазин пойти. Вот видите, красивое такое здание радостного цвета. Вот туда. Ну и здесь получается у нас, что вот здесь планета Электро. Вот здесь электроинструмент, крепежные изделия разные. Вот тут вот. И эта улица Бестужева-Марлинского, она вот здесь вот имеет вот поворот, и там уже, по-моему, другая улица. Как-то называется. Очищенко, не Очищенко. Я не могу сейчас точно вам сказать. Потом напишу. Так. Ну, слушайте, тут какие замечательные домики-то, а? Вот этот особенно. Это нечто. Это вообще коттедж шикарный. Так, надеюсь, тут на меня никто не наедет. Не наскочит, вернее. Вот такой дом какой-то древний, забытый. И рядом вот такой вот. У него даже, смотрите, о, собаки. Адрес какой, смотрите, не вижу. Чуть ближе подойдем. Бестужева-Марлинского, 66/1. С балконами, ё-моё. Ладно, давайте обратно идем. Да, тут также находится строительный магазин всех видов стройматериалов. Вот он. Он вообще работает. Это он не работает нифига. И вот это вот планета Электро. Вот там всякое разное продают. Я уже не буду там снимать магазины, никому не интересно. Но здание такое вот красивое, интересное. Отделано профлистом. Вот она. Бестужева-Марлинского. А тут рядом, смотрите, какой дом стоит. Ой, интересный, да? Что это такое? Вот это
Написано Бестужева-Марлинского 64/3. Юником, стройматериалы. Это вот здесь, вот, что ли, да? Алкогольная компания Шанс. Магазин Шанс. Вон там вот. И там дальше тоже какой-то забор. Алкодискаунтер. Точно, да? Алкодискаунтер. Что тут? Один алкоголь. Короче, ладно. Текаем отсюда. Нафиг. Вот здесь вот эта улица идет. Потом она туда еще заворачивает. А здесь вот тут у нас вот такой дальше идет проход. Ох, сейчас я туда уже не буду ходить, короче. Вот там собака, овчара, стоит и на меня прямо смотрит. Точно, точно. Не, я туда не пойду. Мы пойдем обратно, вот в эту сторону. Вот сюда вот. Ой, я как я тут эту дорогу перешел. Не пойму, где тут переход у них. Машины одна за одной снуют. Одна за одной. Учебный центр безопасности. Бестужева-Марлинского 55 дом. И вот оттуда мы с вами пришли, с того водоема. Так, тут у нас остановочка. То есть, вот, если вам лень, отсюда можно сесть и доехать. Тут, по-моему, 16-й еще какие-то автобусы ходят. Написано, нет? Хотя, нет, ничего не написано. Тишина. 53. Такие вот гаражи теплые. Машину у ворот не ставить. Так, а это как у нас магазин-то называется? Торговый дом Best Center. Торговый центр Best. Добро пожаловать. Сеть маркетов 18+. Очень популярная у нас, да. И продукты. Так. Добро пожаловать. Но там я уже не буду внутри снимать. Он работает, кстати, до 0 часов с 9. Обалдеть. Из перерыва и выхода. Так, ну что, накупил я тут? Кое-что выходим с вами. Магазин продуктов. Раньше тут дешевле было. Сейчас что-то цены ломанулись. Опять вверх. Не успеваешь даже следить. Продают. Смотрите, не надо никому. 49/2. Телефон указан. Так. И здесь что у нас? Переход. А мы вот так вот пойдем по прямой с этой стороны. Смотрите, тут какие домики-то. Но это он отделан типа под дерево. Но все равно так смотрится симпатично. Симпатично. Так, ну, улица вся тут пыльная, я так чувствую. Это у нас Бестужева-Марлинского 43. Я по ней ходил, по этой улице. Я то ли летом, то ли осенью ходил. Ну, конечно, смотрите, какой здесь песок. Темный, видите, да? Вот все это вот у нас тут летает. Летом еще здесь вообще такой смог стоит от этой пыли, снега, ой, не снега, пыли и песка. Утепление авто, технарь, станция техобслуживания. Вот здесь вот. Если вы сюда заезжаете, и вашу машину обслуживают. Так, можно было, в принципе, на автобус сесть, ну ладно, прогуляемся, посмотрим на эту улицу, может кому-то интересно. Вот так вот здесь все устроено, такие вот подъезды, какие-то будки посреди. Как тут пройти-то? Я никак не пройду. Вот так вот отбегать. Тротуарчик узкий, но хорошо хоть тут
забор здесь вот такой вот. То есть машина, она вот в этом месте она не выскочит, да? А дальше уже забора нету. Дальше у нас же так, вот, так, здесь тоже какие-то дом 33. Все профлистом, все профлистом. Любимый материал в городе Якутске. Вот даже такие, типа как резьба или что, такие острые. Туда даже и не сунешься, перережет тебя пополам. Евроклассик. Это магазин вот здесь. Это в какую сторону? А, да, куда-то туда. Если туда идти. А, вот, кстати. А, нет, мы не отсюда пришли. Мы не отсюда пришли. Мы там дальше вышли. Не эту улицу. Какая-то улица. Вот, еще один дом продается. Кому надо, покупайте. Вот дом. Недостройка. Деревяшка. Ну, может, земля ценная. Это как бы город непосредственно. Ну, а здесь вот такой магазинчик какой-то. Или что это? Что это такое вообще? Бестужево-Марлинского 25. Интересный дом. Экспресс что-то. Служба какая-то. Экспресс-доставка. Печки, трубы кругом. Ну, а напротив, вот здесь вот этот торговый дом Штерн. Немецкий какой-то. И смотрите, какие здесь у нас провода висят. А деревья, смотрите, какие. Вот снегом. Полистиролов. Пластиковые трубы. Пробки для бутылей. Бестужево-Марлинского 25. Смотрите. Вот у них территория такая вот. Здесь экстра плюс. Везде что-то свои котельные, да? Везде свое отопление, чтобы дешевле не платить. А здесь остановка у нас. Здесь вот я вот ходил уже. Там мы идем в обратную сторону. Да, вот это вот я уже снимал это строение. Аренда инструментов. И вот мы туда. А там впереди 5-я поликлиника у нас. Уже я вижу ее. Значит, там улица Калица уже. Тут какие-то дома, там тоже деревяшки. Деревяшек еще в городе много-много-много. Вот я отсюда вышел. Вот там вот этот забор крутой такой вот на сваях. А мы вот сейчас сюда пойдем. Такой кругляш мы сделали. Вдоль торгового центра Хвалуру-Молл прошли вдоль вот этого водоема озера. И потом вышли на улицу Бестужево-Марлинского и про ней прогулялись по озеру. Ну а здесь вот у нас вот эти вот большой такой магазин, квадратный метр. Тут у нас стройматериалы разные, сухие смеси, инструменты, крепеж. Я тут линолеум покупал когда-то. Вот также тут электроотдел, электромагазин, вот там отдельно у них. Да, вот это квадратный метр для дома, если вы ремонт делаете. А это энергосистемы называется. Магазин, тепло, свет. Короче, вот тут всякое. Ну а с этой стороны здесь Скиф у нас. Скиф, также продуктовый фирменный магазин Ветеран. Вот тут Скиф. Кто любит продукцию Скиф, может сюда приходить. Здесь вроде бы чуть-чуть дешевле, чем, допустим, в центре продают. Все-таки от удаленности от центра тоже цены зависят. Я так понял.
Я так понял. Яблоко. Вот стрелочкой показано. И что-то здесь фурнитура продается. Фурнитура, мебельная, столешницы, мойки, ЛДСП, МДФ, распил, поклейка. Вот такого плана. Куда можно куда-то пойти, но я уж не буду ходить, там все для мебели. Вон написано, вывеска. И здесь вот такой красивый домик. LED, электротовары, а также автономные газовые сети. Так, хороший свет доступен всем. Газ-бойлер. Так, а здесь вот это старенький, вот этот домик, спецодежда, опт. Перчатки от 18 рублей. Я знаю, тут тоже какой-то электромагазин был. Но сейчас вот, видать, спецодежда, да? И фикс проф здесь. Вот здесь вот, кстати, очень невысокие цены на крепеж различные, мебельную фурнитуру. Вот сюда вот ходите, если вам надо что-то для дома, если там что-то отвалилось в мебели. Настоящие японские аккумуляторы. Вот здесь вот открыто. Так, напротив Ленский базар, вот этот домик, стройматериал тоже разный там. А вот здесь вот распиловка мяса. Смотрите, мясо кому распилить? Комплектуем мебель. Бестужева, Марлинского, 15. Фрукты, овощи. Здесь магазин. Фрукты, овощи. Кафе Азия. Смотрите, вот тут вот. Индустрия окон. Как они ездят, а? Шашлык. Вот это здание раньше, знаю, Холбасу принадлежал. Он кооператив, ну, такой был. А сейчас здесь Азия, ремикс, алкоголь, Яншень, массаж и косметология, Китай. Там телефон указан. Шашлык в кафе. Печка вот здесь вот такая. У них шаурма на вынос. Короче, вот таким образом. Узбекская и европейская кухня. Вот здесь вот, но она что-то закрыта. Закрыто, серьезно говорю. Зато какая березка здесь красивая, заснеженная. Ну и здесь вот эти вот авто всякие магазины, шиносервис, шиномонтаж, автошины, ассортимент для машин, в том числе и для буранов, восходов, мотоциклов, мотозапчасти, УАЗ, ВАЗ-Нива. Все самые ходовые на севере машины. Равинол мотор какой-то. Это тоже замена масел. Равинол Саха. Кальвица 6. Ну и все. Вышли мы с вами на перекресток улицы Кальвица и Бестужева-Марлинского. Туда уж я не пойду. Там вот школа новая, хорошая. Ну а вот это вот 5-я поликлиника. 5-я поликлиника. Ну, немножко я вам еще поснимать. Сейчас уже вечер, суббота. Вот такая здесь движуха. А вот оттуда мы с вами пришли. Сделали такое колечко по кругу. Ладно, всем пока. Приятно было для вас поснимать. До новых встреч на канале.